Следующее. Накинул ему небрежно. Самое интересное, вы сейчас полотенцами будете учиться, вы все равно будете забываться аккуратненько класть. Когда аккуратненько, оно не ложится нормально. А вот если ты небрежно кидаешь, я же говорю, плевать на него, ты самый главный. Раз, два, все. И тогда все получается. Да. У нас клятвы же нет Гиппократа. Да. Пальцы внутрь вставлять не надо. Сейчас еще раз покажу тоже на живом человеке. Пальцы внутрь вставлять не надо, потому что они упираются в челюсть, это болезненно. Пальцы снаружи. Дальше действие такое, паровозик я делаю. Да, то есть вот он, вот оно действие идет, да, то есть я уже разминаю. И таким образом я еще тестирую, у него голова вообще влево-вправо поворачивается. А, вообще, просто вот как раз с этим действием. Илья, ну, можно так, но ты не увидишь этого. А вот когда ты вот это действие делаешь, я смотрю все мышцы, как они работают. Давай, помолчи, ладно? Следующий этап, значит, у нас. Все, это я сделал. Следующее, преднатяг. Вот почему вот эту вот накидку выбрали. Ребята, кто использует, ну, одноразовое полотенце, оно слишком скользкое. И ты, если дернешь, то, ну, бессмысленно, ты как бы не удержишь. Поэтому у нас, если он пришел с кем-то, просто ложиться надо на ноги. Если это женщина или чего-то, ну, ребенок просто руки, ноги подержать, иначе не получится. Все. Это если накидка. Вот с этой штукой удобной. Коэффициент трения очень высокий, и, соответственно, он просто не скользит. Мое действие нету вот этого. Хадаш! Да, то есть там, чтобы, блин, у него там аж в трусах все отстегнулось. Нет такой задачи. У меня все то же самое. Лопаточки собрал, поясницу прогнул, да, то есть вот оно действие. Чем я делаю? Я делаю маленькими мышцами. Да, чуть-чуть, вот, сжимаю лопатки, вот оно, такое. Но уже у меня подготовлено. Я максимально его подтягиваю и смотрю, в какой момент уже срыв начинает. Если двигаться начал, это уже плохо. Да, то есть, смотрю, и в этот момент я его, пам, короткое. Движение очень короткое. Хадаш! Нет такого движения. Короткое оно. Сантиметр, 1,5-3 максимум. Не надо. Все до конца прохрустывает. Если ты делаешь резко, прохрустывает все до конца. Если ты сделаешь хадаш полный, может не прохнуть. Но мышцы можешь повредить. Не оторвешь ты там ни спинной мозг, ничего, но мышцы можешь повредить. Неприятно. Человек как бы... Я просто смотрю учеников, блин, вроде одинаково учишь, а все равно. Ну, это же какое-то тычковое движение, да? Да, это движение все короткие. Тут все движения-то короткие. Все движения очень короткие. Следующее действие это как раз вот этот палец. Еще раз, у нас позвонки, получается, смещаются вправо и влево. И здесь я под челюсть его держу, пальцем упираюсь сюда. Но опять же, я же не нащупаю это. Сейчас на живом человеке покажу. У себя за ухом нащупываете. Вот он как раз, сосцевидный отросток. Ровно за ним начинается ключично-сосцевидная мышца. И ровно за ней стоит поперечный атлант. Вот они здесь. Можете не... Вот я у себя не нащупаю, например. Ну почему? Потому что я руки поднял. То есть, если ты хочешь нащупать, надо накрыть. А если голову так в бок? Вот. Ну давай там в бок, там это немножко изогнуть. Не надо ничего. Вот. Все. То есть, еще раз, я по сосцевидному прошел, то есть я прям по сосцевидному уперся сюда. Бамс. Вот смотрите, вот у меня тык, вот он соскользнулся в мягкое. Все, атлант там. Ты его не чувствуешь, но он там. Поверь просто в это. Если ты спустишься на 1,5-2 сантиметра, в чем делают, что обычно делают ученики, то, что я вижу, он просто берет, и как рука у него легла, взял. Все, ты уже на 2-й, на 3-й воздействуешь. Первый ты ничего не сделаешь. То есть именно важно сюда. Все, я вытащил опять. Я не сразу бью, да, то есть вот ваша ошибка. Вы все руку оттягивать начинаете, и бах, бьете ему. Болезненно. Надавил максимально, надавил, и сколько осталось? Импульс. Следующее перешагнул сюда, надавил, импульс. Тоже задают вопрос, а надо ли ему голову сгибать? Да не надо голову сгибать, я просто голову держу, и при толкании это естественно, да, при противоходе, но она просто изгибается. Но нагибать ее специально не стоит. Можно вообще просто держать, но просто когда ты будешь сжать, она сама будет изгибаться. Ничего в этом нет такого. Все. Хрустнуло, хорошо, не хрустнуло, и бог с ним. Не парься. Следующее, перехватываю другую руку, то же самое с этой стороны. То есть я качаю позвонки вправо-влево, раскачиваю. То же самое. Импульс. Следующее мое действие, я беру его за челюсть, разворачиваю. Делаю это максимально небрежно. Если ты будешь аккуратненько брать его голову, поворачивать, у тебя нагрузка на поясницу, у тебя нагрузка на грудной отдел, плевать на него вообще.
Раз, раз. Следующее действие. Готов? Да, Нет? готов. Не сцишь? Нет. Все хорошо. Тоже, опять же, да, то есть вот она есть. И дальше ямочка начинается. Атлант тоже там. Ну, вы как раз тестировали. Я провожу в мягкое, вот прям после кости в мягкое. И здесь челюсть я его натягиваю, чтобы вот этого сжатого не было. То есть, смотрите, тут действие какое. Рука находится у меня на груди, у него лежит. И я ее толкаю сюда. То есть у меня как бы грудная, бицепс работает. А здесь, то есть у меня руки, это давит сюда, а это пойдет в противоход. Такое крестовое такое действие, да, то есть я здесь давлю, и здесь я упираюсь, и опять импульс. Следующее опять я упираюсь, какой я позвонок или попал, или что, не парьтесь. Чуть-чуть отступил импульс, чуть отступил импульс. Длинная шея до 4 раз может у тебя получиться. Короткая шея 2-3 раза. Воздействует именно вот этим местом. Да, вот эти места. Все, разворачиваю сюда, все то же самое. Бывает такое, что раз, здесь не получилось, а вот уже на второй раз, когда повернешь, атлант прям пум, он прям под рукой туда, аж он туда влетает прям. Таким, да? Ну, у тебя как раз так было. Влетает туда на свое место. Все. Это мы сейчас таким образом пытаемся, если мы делали боковое смещение, этим мы пытаемся сделать лордоз. Лордоз в шейном отделе на самом деле очень сложно сделать. Потому что на него еще влияет C7, T1. Дальше следующее действие, это я осуществил. Следующее действие это поворот головы. Поворот головы не осуществляется на там 90 градусов. Угол поворота 45. Ну, то есть это естественное положение человека. Но если я это сделаю резко, идет смещение одного позвонка относительно другого. Если вы посмотрите внимательно физиологию, у атланта, у него есть вот такой бугорок, и в черепе есть тоже бугорок. Почему мы слышим сильный хруст? Потому что между атлантом и черепом нету межпозвоночного диска. Кость по кости, плюс тут вот эти вот слуховые моменты, идет слух рядом, да, то есть для человека это шок всегда. Поэтому не пугайтесь, говоря, о, прикольно, да, то есть я всегда пытаюсь внимание отвлечь. Вот оно, то есть, и мне нужно, чтобы эта штука попала в эту, в ямку, да, то есть это его идеальное положение, его комфортно. Поэтому мне крутить надо в разные стороны. Для того, чтобы поворот это именно осуществить, ну вы все видели видео, кто-то так крутанет, кто-то так крутанет. На самом деле это не совсем, ну, как бы с точки зрения хиропрактики такая манипуляция есть, но, например, то, что придумал я, оно совсем отличается. Действие такое. Ты действуешь на углу, любой из углов, да, то есть с какой стороны ты начнешь, не имеет значения. То же самое, тоже спрашивают, а с какой, справа мне или слева начинать? Без разницы. Ты и в ту, и в другую сторону начнешь. Качнешь. Качнешь сюда, он все равно встанет на свое место. Туда, куда комфортно ему в данный момент. Ну, там, в зависимости от деформации самого позвонка. Или если деформации нет, значит просто в идеальное место встанет. Все. Если я ставлю на угол, я действую только внешняя рука. То есть внешняя рука от кушетки. То же самое здесь, внешняя рука от кушетки. Как это выглядит? Когда я буду класть его, опять же, вот на эту кость я кладу, она у меня ложится на предплечье, вот сюда. Следующее проверочное действие это ухо в бицепс. Сейчас на живом человеке покажу. Если у тебя ухо в бицепс не уперлось, ничего не получится. Еще раз. Второй момент. Рука внешняя. Если ты делаешь внутренней рукой, манипуляция не получается. Не получается манипуляция, просто поменяй руку. Поменяешь руку, у тебя все получается. Действие такое. Танец маленьких утят, помните, да? То есть вот он локоть кидается. Все, вот все твое действие. Нету там рукой, телом скручивания. Голова крутится очень легко. Вот. Вот такое действие. Еще раз поставьте. Бросок локоть. Бросок локоть. Все. Все действие. Оно очень